Это новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Опубликован проект бюджета России на ближайшие 3 года. Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2020 году составят 20 триллионов 400 миллиардов рублей, а в 2021 году 21 триллион 200 миллиардов рублей, а в 2022 году 22 триллиона рублей. Расходы бюджета запланированы на уровне 19,5 триллионов рублей, 20 триллионов 600 миллиардов рублей и 21 триллиона 800 миллиардов рублей. По информации Минфина, в 2020 году 3/4 дополнительных расходов сформирует социальная политика, здравоохранение и образование. В частности, в 2020 году расходы федерального бюджета на здравоохранение вырастут более чем на 50%, что является рекордом с 2005 года. Как уточняли в аппарате правительства, расходы на науку в следующем году увеличатся на 33%, на охрану окружающей среды на 60%. При этом расходы на национальную оборону в 2020 году снизятся. Компания «Ростелеком» объявила запрос котировок на право проектирования и строительства волоконно-оптической линии связи на Чукотку. Это единственный в России регион, который до настоящего времени не имеет проводного интернета и пользуется спутниковой связью. Начальная цена контракта составляет 6 миллиардов 923 миллиона рублей. Подрядчику предстоит к марту 2021 года разработать проект строительства линии, затем построить ее и ввести в эксплуатацию в декабре 2022 года. Согласно конкурсной документации, часть линии пройдет под водой, часть над водой. Заявки на участие в торгах принимаются до 9 октября. Итоги будут подведены в конце ноября этого года. Новый закон поможет защитить якутян от недобросовестных кредиторов. С 1 октября вступают в силу изменения в законодательстве, регулирующие рынок микрокредитования. Значительная часть населения Якутии проживает в сельской местности, где нет банков и микрофинансовых организаций. Единственная возможность получить заем на покупку жилья – обратиться в кредитные потребительские кооперативы, либо в сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы. Чтобы исключить завышение процентных ставок при таких сделках, закон устанавливает новое требование. Теперь процентная ставка по ипотечным займам, предоставляемым кредитным кооперативам, не может быть выше максимального размера, установленного Советом директоров Банка России. Также с 1 октября микрокредитные организации получат право передавать функцию идентификации своих клиентов кредитным организациям. Это поможет снизить количество мошеннических операций, при которых микрозаймы оформляются на подставных лиц, и компании лишаются возможности вернуть долг. Кроме того, с 1 ноября текущего года микрофинансовые организации не смогут выдавать потребительские займы под залог жилой недвижимости, ее доли, права на еще недостроенное жилье по договору долевого строительства, даже если это жилье у человека не единственное. Отметим, что это требование не касается микрофинансовой организации, учредителями которых является Российская Федерация, ее регионы и муниципальные образования, предоставляющие займы предпринимателям на развитие бизнеса. Таким образом, предстоящие изменения позволят не допустить ситуации, когда люди лишаются жилья из-за невозможности вернуть микрозайм, сумма которого значительно меньше стоимости квартиры. При этом у микрофинансовых организаций остается возможность выдавать потребительские займы под залог помещений, но только не жилых. Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на разработку сверхглубоких горизонтов кимберлитовой трубки «Интернациональная». Принятая схема вскрытия сверхглубоких горизонтов рудника предполагает складирование пустой породы на ранее сформированный отвал скрышных пород в северной части отвала. Проведение работ по вскрытию и отработке запасов до глубины 1220 метров позволит добывать 500 тысяч тонн руды в год. Отметим, что кимберлитовая трубка «Интернациональная» расположена в 16 километров от Мирного. Ее запасы составляют в среднем 8 карат на тонну руды. Наблюдательный совет Алросы одобрил покупки смоленского завода «Кристалл». Стоимость 100% акций «Кристалла» составила 1 миллиард 886 миллионов рублей. Несмотря на то, что в настоящее время Алроса является ключевым поставщиком алмазного сырья для «Кристалла», на долю смоленского предприятия приходится всего около 0,5% общего объема реализации Алроса. Сумма приобретения составляет менее 1% от величины чистых активов Алроса, и по оценке экспертов она не превысит размера чистых активов «Кристалла» на дату приобретения. Договор купли-продажи, как ожидается, будет подписан до конца сентября. Закрыть сделку планируется в первой половине октября. После этого в компании приступят к разработке плана интеграции предприятия в состав группы «Алроса». Это были все новости экономики к этому часу.